Тедик хюлшу. Хами беш, лерми ладугархой, тахан лерч уроких, вайн хурду, мух легло адви цеш, фамилиеш, чухар герга лугой цердишнаш, дирк дожаря, цер чаклинш. Добрый день, мои ученики и уважаемые слушатели. Сегодня мы узнаем, как склоняются имена, фамилии людей и существительных, обозначающих их родственные отношения в эргативном падеже, их окончании. Беш, цахалх, дайханч уроки амина карда курдовой. Хава, мы тоже нох чиметан. Нох чиметан бар дожарду. Церник мил хун, долник хенан стенан, лурк хан стен, дирик ха сте, кочерник ханца стенца, хотталурк ханах стенах, меттигник ханг стенг, дустурк ханал стенал. Элис, дирк дожаран хаташдицел, предложение шхуати. Дирик дожаран хаташду. Ха стен малхо вата дохдо. Нанас цицигана хума ло. Цициго хума ю у. Ашурас цицик хосту. Ашур, ахватил предложение? Дадаст хо школе дыгу. Уашас школе ра цадахкадо. Нанас мерзая а хума кечо. Элизас нана годо. Хавас уй дулу. Далива це ден годо. Дирк дожаран хаташ. Вопрос эргативного падежа. Ха, кто? Стен, что? Ха, вопрос относится только к людям, стен, ко всем остальным предметам и вещам и событиям. То есть, ха, кто, если какой-либо человек исполняет какое-то действие. А стен, что? Эта речь пойдет об остальных предметах и вещах. В классы предметов вещей у нас относятся и животные, и птицы, и все остальное одушевленное, кроме людей. Малхо латдохто. Солнце греет землю. Стен дохто лат. Что греет землю? Солнце греет. Малхо дохто. Малхо. Малх – это солнце. Вот посмотрите, в конце у нас буква О. Мы добавляем букву О. Об этом я на прошлом уроке вам говорила, когда рассказывала о падежах, и именно об эргативном падеже. Кроме людей, когда мы говорим об существительных предметах и вещах, в конце слова у нас добавляется окончание «о». Но сегодня мы будем говорить о другом, о том, какие у нас окончания в эргативном падеже, когда мы говорим о людях, то есть мамы, сыновья, дочери, сестры и так далее, в родственных которых отношениях, а также как мы склоняем имена и фамилии. Слушаем внимательно. Цицигу хум ю. Цицигу хум ю. Я привела эти предложения, где внесла существительные предметов, то есть
у нас и кошка, и солнце относятся в класс предметов. Цицигу хумью. Кошка кушает. Несмотря что кошка у нас одушевленный предмет, в чеченском языке эти слова, они внесены в классы вещей и предметов. Цицигу хумью. Кошка кушает. Стен юхум. Цицигую. Ашурас цицикхасту. Ашура ласкает кошку. Ашурс цицкхаст. Хахас цицк. Ашурс. А вот как мы написали имя Ашура, но когда Ашура ласкает кошку, мы говорим, то в конце имени мы поставили букву «С». Нанс, Ашурс, Ха, Нанс. Ха, вопрос это к людям. Мама это человек. Ашура это имя девочки. Ха, кто? Нанс, Ашурс. Стен что? Малхо, Цициго. Дир дожаря. هم نش بيلقى تشتي دشنين دي تعالي ترحيا تشقيق اوقيت ху малху ху цицгу. В эргативном падеже к существительным, определяющих предметы в единственном числе, в конце добавляется о. Все вещи, животные, птицы и так далее, и другие предметы у нас относятся в классы предметов. Дагахлат ди. Эдмашн тихкин чуцерин, чухар бергер лугой тучцей дешнин, чакингах, мукас элп аздела, дирк дожаря, цунти акиет, нага мук элп дела, эскиет, алма фамилиш, дирк дожаря, да им чакинга эс долшязё. Помните, если в именах людей, существительных, обозначающих родственные отношения, в конце согласная буква, звук, в эргативном падеже к нему добавляется буква А. Юа. Юа. Кант. Канта. Видите, в слове юа и в слове кант у нас окончание согласная буква. Поэтому мы добавляем А. Просто надо об этом помнить. А если гласная буква, звук, то добавляется С. Нана. Нана. Видите? В конце у нас гласная буква А. Нана. Поэтому мы скажем, кто? Хан. Нанс. Дада. Дадас. Иша. Ишас. Но фамилии всегда пишутся с буквой «С» в конце. Теперь тоже ранхаташ. Ха, кто? Стен, что? Ахмада, шеваш, школе вюк. Ахмада, шеваш, школе вюк. Ахмад своего брата ведет в школу. Ахмад в конце этого слова у нас согласная буква «Д». Значит, в эргативном падеже мы добавляем букву А. Ахмада шева школе вюк. Хатар. Хавюк ваш. Хавюк ваш. Вопрос. Кто ведет брата в школу? Ахмад вюк ваш. Ахмада вюку ваша. Канта юаи олу. Канта юаи олу. Кант юаи олу, мальчик говорит девочке. Кант. В конце у нас согласная буква, добавляем букву А. Просто это правило надо помнить и в разговоре его применять. Хавас нангодо.
Хаваснан годо. Хава. В конце у нас гласная буква А, поэтому добавляем С. Хаваснан годо. Хава помогает маме. Нас хава хастью. Нас хава хастью. Мама хвалит Хаву. Денис хазьёз яздо. Денис хазьёз яздо. Дени пишет красиво. Вашс бэтикюш. Вашс. Ваша. Ваша брат. Ваша. В конце слова у нас буква А гласная. Добавляем букву С. Ваш байтикюш. Брат хорошо читает стих. Das zum дозалдо. Да. Да, отец. В конце этого слова состоит из двух букв. Да, отец. У нас гласная буква. Добавляем С. Das zum дозалдо. Отец им гордится. А теперь посмотрим, как склоняются фамилии. Значит, в нашем правиле в конце фамилии всегда добавляется буква С. И в фамилиях мужских, и в женских. Фамилия Магомадов. Магомадовс быч язьё. Магомадов пишет стихи. Хатуевс пандарлок. Хатуевс пандарлок. Хатуев играет на гармошке. Сулеймановс тюрдюц. Сулеймановс тюрдюц. Сулейманов рассказывает сказку. А вот женская фамилия. Смотрим внимательно, слушаем. Ташаева. Ташаева. Ташаевас. Ишлоку. Ташаева поет песню. Джааевас. Салимовас. Иштаки. И так далее. То есть просто добавляем букву С при склонении фамилии именно в эргативном падеже. Запоминаем. А вот давайте сейчас посмотрим. Если мы одновременно скажем и имя, и фамилию, или и фамилию, и имя. Ахмадов Сулейма книг Юш. Значит, применим правило наше. Сулим. В конце у нас согласная буква М. В имени Сулим. М буква. Значит, мы просто-напросто, применяя наше правило, добавляем букву А. Окончание будет Сулейма. А. Ахмадов Сулейма книг Юш. Вот посмотрите внимательно. Мы не говорим Ахмадовс Сулейма. Нет. Мы это правило применяем, если у нас стоит имя во втором слове. Ахмадов Сулейма. А если мы скажем Сулим Ахмадовс, Сулим Ахмадов читает книгу. Сулим Ахмадовс книг Юшу. Значит, мы склоняем в данном случае у нас фамилия стоит во втором слове в предложении, поэтому мы просклоняем его. А Сулим имя оставим без изменения. Ахмадова Мадинас киет яздо. Ахмадова Мадина пишет письмо. Ахмадова Мадинас киет яздо. Мадина Ахмадовас киет яздо. Мадина Ахмадова пишет письмо. Кердешнаш. Цалинтерах – это единственное число, дуклинтерах – это множественное число. Дагахлату. Дагахлату – помнить. Дог – ду – сердце. Лату – держать.
Догду сердце, догнашду сердца, лату держать. Если дословно, значит держать сердце. То есть это будет помнить. Дагахлату. Дагахлатде. Запомните или помните. Дагахлатде. Йозду письменность, йознашду письменности. Кехтду письмо, кехтду письма. Яздан. Язда писать. Язда писать. Деш читать. Деш читать. Книг деш читать книгу. Газет деш читать газету. Вот посмотрите, в неопределенной форме деш читать. А когда мы написали книг еш, написали букву И краткой. Книг еш, читать книгу. Книгью, третий класс. У него вспомогательный глагол ю, поэтому мы написали книг еш. Газетду, газет еш. خذ أذكر урок. شكرا قريو. خذ أذكر урок. شكرا قريو. На этом я новый урок завершу. Кер предложение. Деш наш тетрадь саязди. Амди. Кер предложение. Деш наш тетрадь саязди. Амди. Новые предложения и слова. Перепишите в тетрадь. Выучите. قي مشغول شو نوختي موت عاموريح. قي مشغول شو نوختي موت عاموريح. Успехов вам в изучении чеченского языка. Адик йойлшу. Счастливо оставаться. Гурдувай. Увидимся.